напарница. Да? Ты напарница? А? Напарница моя. Если будет что интересно, обязательно включу и сниму. 7 часов утра. Ой, блин. Горло. Горло опять все хрипит. Ой. Каждую поездку у меня с горлом что-то опять нету. 7 часов утра. Только что проснулся. Ой, как я выспался сегодня. Вчера Айда заколебала. Где-то час, наверное, лаял. Она лаяла. Не знаю, или там белка или куница. Я не знаю. Я к этой елке подходил. Там ель, в общем, высокая. И она лает там. И ночью еще. Ночью не знаю, во сколько там. Ну, как ночью. К утру уже, может, 3 часа. Я на часы тоже не смотрел, но я по голосу определил, что лай спокойный, не звериный, там, не зверя лаяла, а так, может, тоже какой-то звук услышала, может, рябчик, может, тоже белка, может быть. Ну и лает, пусть лает. Ой, надо просыпаться, вскипятить чай и заняться чем-нибудь. Мне сегодня надо отремонтировать вторую лодку, и в задумках у меня еще сделать ловушку. Ловушку, ну, как бы показать народу, коми, по коми называется он ЧОС. Хочу показать, наверное, будет отдельный фильм про эту ловушку. Надо поснимать, показать, как я это делаю, как можно сделать. Посмотрим. Дождя вроде нету сегодня. 7 утра, ё-моё. Я под одеялом еще. Вечером жарко было. После того, как я добавлял еще дрова, жара такая стояла. А ночью вставал, не знаю, во сколько тоже ночью вставал. Задвижку там половину закрыл и еще от маленького окошечка поддувало. Тоже закрыл. Ой. Сегодня солнечный день. Ой. Солнечный день. Вон 7 часов, 7 часов утра. О, Айдуха. Ай, да. Вон комары летают. Да, ну. Все. Успокойся. Ну, иди. Вон, Айда. Комары летают уже, все. Сезон их не начинается, блин. Сейчас чай скипятим, да. Чаю вам тыща. Чаю вам. Чаю так не кричь. Вон, смотри. Соскучилась. Соскучилась. Ну, сейчас, выйди. Сюда, мама. Радуется. Чему, да? Что-то говорит. Ну, молодец. Вон. На цепь я ее не посадил. Вдруг, думаю, медведь подойдет или еще кто. Да. Это осенью она у меня на цепи, а сегодня так, здесь, наверное, и ночевала, вот, наверное, на этих досках. Ну что, сейчас костер надо сделать. Костер и дрова еще есть у нас.
чай скипятим. Да, елочка у нас. Дрова елка. Да, хулиган. Хулиганитан. Да, это. Так. Где береста-то? Нормально береста, наверное, у меня. Поэтому. Марла, мар. Так, сюда бересту. Так. На костре чай вкуснее. Сейчас более-менее сыро, а там все равно роса там туда-сюда. Трава более сырая. И сделаем костер. А уже днем можно варить чай на этом. В общем, я буду костром заниматься. Отдал я вчерашний хлеб. И опять вон прячет. Вон. В зубах держит и вон. Айда. Вай. Айда. Вчера вечером давала один кусок, тоже спрятал. И вот опять прячет. Это вот почему так они делают. Вот. Спрятала довольно. И вчера вот здесь вот тайник у нее. Вот тут тоже хлеб. Ну иди. Вот тут тоже у нее хлеб. Кругом запасы у тебя, да? Кругом запасы. Везде прячешь. Больше кормить не буду такой, если так будешь себя вести. Хлеб даешь ей, а она прячет. Да? Или кашу тебе надо сварить? Айда. Рок чайный касьян. Но по-русски она не понимает. Так болтаю по-русски, что-то говорю. Потом покоме одно слово скажу и все. Ясно, понятно ей. Вон уже костер у меня загорелся. Ох, как чай попьем. Чай попьем сейчас. Кушать пока не хочется. Чай сварим, чай попьем, а после того, как поработаем, уже будем думать что-нибудь пожрать. Там суп у нас вчерашний еще есть. Все, пускай пока загорается нормально и чай попьем. Вот вчера на этой елке, вот на высокой, там вот эта елка, эта елка, она тоже метро сколько? Так, 10, так, 5, 10, 15, на метро 20, наверное, вот эта елка, 20-22. И за этой елкой вон там еще елка параллельно стоит, еще выше. И вон там она что-то лаяла, непонятно что. Может там куница бегает там тоже, или же белки. Но я туда уже ходить, но я туда уже не сходил. Лает. Ладно, все. Сидел возле окна и увидел белку, сейчас не знаю. Найдем, нет. Уйди, вон. Или... да, вон. Вчерашняя белка, которая, наверное, найда. Да, вон, сидит. Вон она. Вчера шумела, вот она. И белку и лаяла она вчера всю ночь. Ну, сейчас сфотографии. Все, не успел. Убежал, блин. Иди, спускайся. Слышала. Давай, сходи. Вон. Пришел, сделал. Хотел фотографию еще сделать. Фотографию. Он сидит. Вот эта белка. В коми лесах. Смотрите, какие ушки у нее. Вон. Вот это, наверное, самец. Детенышей нету. Я и не стараюсь, чтобы она белку
замечала, лаяла. Это ни к чему. Шкурка вообще копейки. Да и никому никто их не принимает. А вот если куница, там можно еще как-то хоть за 1000 сдать. Вот, смотри. Вот моя вторая лодка, которую надо отремонтировать. Здесь такая пробоина. Не знаю, что сделать. Также, наверное, кусок жести туда прибью. Все уже тоже, вон доска уже все. Вообще гнилая. Никуда уже не годится. Что делать? Или вообще обрезать, если доску как-то сделать тоже там. И еще я вдобавок. О, и тут тоже, смотри. Ё-моё, эта лодка уже совсем гнилая. Наверное, уже не стоит его и вообще ремонтировать. Это моя первая лодка, которую я, наверное, делал. Но вообще неправильно я сделал. От нырыста, наверное, нырыску шамка отмык, выты крут. Плоскодонка также. Я думаю, бесполезно уже ремонтировать. Вон. Все уже тут гниль. Вон. Но доска уже не выдерживает. Спереди. Передняя часть. Тут-то крепкая еще. Ну, все. Этой лодке капец вообще. Думаю, уже не стоит заморачиваться этим. Какой толк? Я отремонтирую через год до 5 уже все сгниет. Лучше, наверное, новую сделать. 2 доски, 3 доски. Для этого надо и жесть кусок. 3 доски и 2 листа оцинковки 2-метровых. Получится новая лодка. Не знаю, сколько лет он мне прослужил. Лист-то вроде нормальный, еще оцинковка. Может лист разобрать и домой увезти, а там уже из этого листа может что-нибудь придумать еще можно. В принципе. Так. Здесь один упруг, второй, третий. Так. Все, наверное. Вон, смотри. Все полностью уже сгнило. Да. Все сгнило, блин. Жалко, конечно, я думал еще на нем порыбачить. Ну я вот спилю до сюда, он слишком коротко будет. Если спилить до сюда, скажем, до сюда спилить и доской заделать. В принципе, как резиновая лодка еще будет. Тут вроде нормально. Почему-то вот с одного конца только все сгнило. Понятно почему. Блин, что же делать-то? Сюда тоже все выходит. Ай, бляха. Ну, к озеру спустимся, посмотрим. Я сейчас занимался с ловушкой, вот полдня у меня ушло
Ну как полдня, я не спеша там старался как бы показать людям ловушку, коми народ, чем охотиться и охотился. Чистое озеро, вон смотри какое. Не знаю, рыба есть или нету. Да. Рыба есть, одни лягушки. И эта ловушка, которую я сделал, она на отдельное видео у меня будет. Отдельное видео покажу. В принципе, как сделал, принцип работы этой ловушкой. Не знаю, вот такая перед этим видео поставлю или после этого видео. Заранее ничего сказать не могу. Ну что, второй день мы уже. Второй день сегодня. Сегодня, братцы, ловушка у нас была, сделали. Дальше не знаю, чем заниматься. Сейчас пообедаем сперва. Пообедаем, а потом к речке надо сходить, там моторку посмотреть. Вода упала или как там. Если вода падает, надо лодку пониже спустить. Надо было спиннинг взять. Спиннинг покидать. Что-то думал, а так и не взял. У меня избушка одна колебалка, в принципе, или две колебалки даже есть на средненьких размерах. Можно на удочку прикрепить, да. Попытаться. Ой, лень. Да ну буду я еще кидать. Нет, конечно, я не заядлый рыбак. Пойду к избушке и буду обедать. А там посмотрим, что и как. Все-таки я начал шаманить тут. Смотрите, что я уже сделал. Вот эта часть вообще гнилая. Тут-то доски еще нормальные, ништяковские. Ну, тут еще немножко гниль пошла, но это терпимо. И я задумал, вот здесь я спилю, там разберу этот жесть. И где-то, наверное, жесть сантиметров 15 может, где-то вот обрезку сделаю ножницами. А здесь у меня в избушке там какая-то доска-то всякая есть. Здесь я прибью доской и жесть согну. И с двухместной лодкой у меня одноместная всяко получится. И еще годик, второй еще будет работать. Но это еще... Тут немножко уже гниет, но ничего страшного. В общем, посмотрим, что из этого получится, как всегда. Сдаваться не будем. Будем делать. Что-нибудь да всяко получится. Второй день уже, как я сейчас уже обедал, уже второй день эту кастрюлю супа я ем. И вот для Айды уже приготовил полтарелки картошки, суп там. И еще накрошу туда хлеба и буду кормить ее. Сейчас пока я занят ремонтом лодку ремонтирую. Надеюсь, все получится. Сейчас Айду покормлю, чай попью и будем продолжать. Там основное, главное, что уже разобрали, там остается немножко работы и прибить доски. Доска оказалась, избушка у меня есть. 25-ка, она чуть, конечно, потоньше, для лодки 16 мм хватает. Но выбора нету. 25-ка, так 25-ка. Сделаем из 25-ки. Утром сухомятку хлеб давал ей тоже, как бы она ела. И сейчас нормально обед тоже сделаю. Сам чай попью и дальше работать. Так, и холодную воду еще добавлю. Будет ей тоже суп.
Чай надо было заварить, но вечером, наверное, заварю. Сейчас тоже такой попью и нормально. Фу, жарко на улице сегодня. Сегодня 22 градуса. Вчера 17 вроде было. Сегодня чуть даже потеплее. Ну, солнце намного теплее сегодня греет. Вчера ветер все равно. Вот, ветер чуть-чуть прохладный, но от солнца уже жар, конечно, есть. Фух. Время 13 минут второго. Время летит. 7 часов встал, где-то с 8 начал работать и один раз только вот холодный чай пить заходил и все. Попили холодного чаю и все. Такого вкусного я ничего с собой не привез. Вкусное я дома ем. В лесу хлеб с маслом вполне достаточно. И вам такие. Я всегда конфеты беру мягкие, хоть с фантиком, хоть без фантика, но чтобы мягкие были. И эта подушка тоже мягкая, вон. Прям тает во рту. Есть такие конфеты, подушка, которая тоже, и зубы можно сломать. А это уже проверенные конфеты. Как бы в магазин иду и я сразу спрашиваю, конфеты мягкие? Да, говорит продавец. Вон. Аж тает во рту. А с фантиком, которые конфеты, там прямо на этикетке написано мягкие. Они тоже. Я с фантиками, но обычно беру, когда пешком по лесу на охоте или на рыбалку. И вот ты сядешь, и обычный хлеб и мягкие конфеты, чай попьешь. Не жалея конфеты, конечно, я ем тогда. Один за другим. На конфеты, на калорийные, или я не знаю. И сразу голод. Чувство голода уходит. Ну, сам сытым будешь. Просто сыт. Вот такой обед. Суп, чай с конфетами, хлеб. Можно чай с молоком, конечно, пить. У меня сгущенка еще есть, но не хочется. На улице жарко. И простой чай, главное, чтобы горячий был. Более быстрее утоляет жажду. А в жару я холодную воду практически не пью. Да сырую воду я редко когда пью. Все, я продолжаю пить чай и дальше ремонтировать. Надо еще к лодке сходить, потом и продолжать ремонт лодки. Лодку надо посмотреть, там вычерпать воду, там в лодку еще заходит вода. Надо домой, как приеду, надо посмотреть, там какие-то гвозди, наверное, отлетели, может там вода заходит. Или между доской и жестью там, когда сохнет, там она что-то пропускает тоже. Когда доска высыхает вообще. Ладно, пьем чай. Чуть не забыл собаку покормить. Болтаю. А охрана моя-то ждет тоже обеда, да? Сейчас покормлю. Сейчас верда как верда.
Да. Сейчас еще и там, сейчас холодную воду добавим. Смотрите, целая тарелка, такая здоровая тарелка. Вполне хватит ей. Ай, да, античо. Фу. Сейчас покормлю я тебе. О, видел? Вот так вот. Чай. Не будем мешать, пусть кушает. Тарелку помыть и сполосну, а потом дополнительно горячей водой еще помою и нормально будет. Все, сполоснули. Тепло на улице, тепло и безоблачно сегодня. 11. Листьев нету. Не знаю, какая осень будет. Может, в декабре еще снега не будет. Кто его знает эту погоду. Вон трудяги, муравьи. Таскают яйца туда-сюда. Работяги. Крепкие они. Крепкие, здоровые. Да. Крепкие, скажи они. Мы в тайге бродим. Смотрим, снимаем, что попадет. Вот попались на глаза вот такие муравьи. Муравейник и муравьи там. Все знают свое дело. Все заняты. Такой звук, шум идет от них. Такое шуршание, не шуршание, а все равно. Сейчас вот немножко их. Вот, смотри. Ох, возбудились они. Ух, и запах появился такой. Ай-яй-яй. Все солдаты охраняют. Запах такой. Нормально. Раньше наказывали людей за какие-то поступки. Их сажали на муравейник, догола раздетыми. Вот тебе и здоровье. Поясница сразу, наверное, выздоровеет. Плыву по речке на моторной лодке, и по пути я увидел такие следы, как кормились лоси. Как раз я сейчас покажу тоже. Трава уже все зелено. Скоро все будет цвести и будет все вкусно пахнуть. И вон ошкуренные деревья. Ошкурили вот тут. Это кормились лоси. Лоси здесь старые уже. Старые следы вот пробовали, видимо, кормились тоже. И это вот совсем свежие. Но, наверное, пару дней только прошло. Еще все сырое. Чуть-чуть вот уже немножко времени, наверное, прошло. Вот так кормятся лоси. Это рябин, нет. Это черемуха. Дерево черемуха. И они кормятся этой корой. Снизу вот они зубами так зацепляют и шкуру снимают вверх. Такие следы интересные. И высота, вот мой рост, где-то вот
До 90 вот я до сюда. И от этого еще метр выше там кору сняли, в общем, они. Здесь тоже вон пробовали. Тоже немножко поснимали кору. Но что-то им не понравилось. Основное вот здесь все съели. Вот так кормятся лоси возле реки. И вон собака чует. Вообще вон запах еще лосины остался, видимо, тут. Вон как. Видели? Еще чувствует. Вот запах. Лосиный запах еще остался. Следы, конечно, натоптано тоже тут. Айда, лок таче, лок вож. Мы на реке. Вон, смотри, Айда. Давай, лок, Айда, лок. Течение уносит. Давай, лок. Пониже иди. Я уплыву тоже. Молодец, давай. Вот так держать. Молодец. Вот так. Сучки выносливые кобылей. Ну иди, вон, иди. Вот так. Опа. Ну-ка, посмотрим. Ух, воды. Иди. Вода упала. Вот я отмечал вчера. Маленькая палка моя. Вот эта палка я отмечал. 30 сантиметров, наверное, где-то вода упала. 30 сантиметров. И за сутки. Да, чуть-чуть, наверное, больше. Вот здесь, наверное, было. Я когда отмечал, уже прошло пару часов после нашего приезда. Но все равно за ночь. Ну, сутки прошло. Где-то 35-40 сантиметров воды уходит за сутки. И пока дождя не будет, наверное, вода так и будет падать. Моя куртка вчера я наколенник сырой был, повесил там, висит уже, тоже сохнет. Еще запас бензина я брал. Ай. Здесь на солнце. Вот куда-то сюда поставим. Все, лодку посмотрели. Айда даже искупалась там. Мы чуть выше поднимались на лодке. А она по берегу за мной, короче, бежала, и пришлось перейти речку. Ну все. Ладно, пойдем, пускай вода начала, пускай падает уровень. Но, конечно, там большой затор, придется помучаться. Все сухо. И вот видим уже листья, вот тепло всем нужно тепло. И уже листья начали раскрываться. Лето, надеюсь, будет скоро. Вон какие березы у нас. Какая береза вон. С одного корня вот такая громадина. Вон. Видели? И если в мае приехать, там, знаете, сколько берез сока можно выжать из этой березы? Десятки литров тут можно взять с одной березы. А тут с одного корня 3 березы таких огромных. Ну да, нормальный ход. Ладно, пойдем. Пойдем в бушку. Утро 12 июня. Только что проснулся. Вчера я, ребята, ничего не снимал больше. Да и некуда спешить, в общем. Ничего я вчера больше не делал. Да и стараюсь, как могу, экономлю. Карта памяти там еще на час съемки осталось. Гигабайты ушли у меня уже.
вроде ничего еще не снимал. А видишь, 64 гигабайта быстро потратил уже. Сейчас сварим чай, позавтракаем и будем продолжать ремонт лодки. Ремонт лодки сегодня. А там дальше посмотрим. Много снимать не буду, потому что сегодня целый день мне еще. И я одну ночь, наверное, еще переночую в избушке, а завтра уж домой. А хочу немножко, ну, по пути, может, еще будем снимать, когда обратно будем ехать. В тайгу не ходим. Сейчас везде боровая дичь на гнездах сидят. Так что возле избушки и крутимся. Вчера еще к лодке сходили. И немножко выше избушки поднимались там на лодке. Ну, посмотреть, как там река. Затора есть или нету. В принципе, заторов не было. Видел двух рябчиков. И по ходу боровая дичь осенью, наверное, будет. Ну, как будет. Вот сегодня 3 часа ночи было. Я просыпался. 3 часа ночи. 3 часа ночи было. Я просыпался и на улице было 0 градусов. Считай, если выводки сейчас уже будут у боровой дичи, им тоже надо тепло. И желательно, чтобы было уже овод вышел. Самое важное в их жизни это оводы. Они кормятся этим оводом. А у нас еще вон, смотрите, сейчас 8 часов утра. Я поспал, конечно, сегодня. 8:20 я проснулся. И вон с утра в бушлате. Вчера вроде жарко было, за 20 с лишним градусов, а сегодня вон опять прохладно. Так что сейчас попьем чайку и будем продолжать ремонт лодки. Да, Айда? Айда молодец. Да, молодец. Хороший напарник мой. Напарница. Да? Ты напарница? А? Напарница моя. Первая весна. Нету комаров. Вчера вечером тепло было и, конечно, они появлялись моментально, они тоже быстро появляются. А днем их вообще нету. Так что я приметил вообще еще одна примета. Это своя примета. Я бывает у других приметы беру. Но и я сам тоже примечаю. И очередная примета будет моя. Это своя примета. Я никому, даже друзьям не говорю. Когда надо в лес ходить, в какое время, именно по какой примете, это моя личная тайна. Я приметил, в какое время. Вот сейчас прям пар идет изо рта. Такой дубак на улице. Считай, наверное, минусовая сегодня была ночью. Я в 3 часа вставал, а к утру, наверное, 100% минус на улице было.
Так. Сейчас поеду домой. Буду ремонтировать УАЗик обязательно. Я уже места не нахожу. УАЗик надо отремонтировать. И в первую поездку, наверное, сразу куплю еще одну карту памяти на 64 гигабайта. Или к осени. В принципе, можно к осени купить, но если осенью приехать с одним картой памяти, это не хватает сейчас для меня. Снимаю много, болтаю много. Сейчас чай попьем и будем дела свои делать. Опа. Сейчас дни, можно сказать, длинные, можешь вообще не ложиться. Не темнеет у нас. Этот поход в основном получился у меня быт. Ремонты, туда-сюда, уборка будет еще у меня. А охота, рыбалка, это все впереди. Осенью будет охота, а рыбалка уже сейчас начнется. Сейчас домой поедем, уже вода упадет, будем рыбачить. Так что небольшая просьба тоже. Кто не подписан, подписывайтесь. И если не трудно, не сложно, ставьте лайки. Это для меня очень важно вообще. Важно, и с вашими лайками может больше людей меня заметят, мой канал, и может просмотров еще будет больше. Так что, конечно, решать вам. Это когда-то я стрелял из мелкашки, это давно уже. Это труба возле старой избушки, перед этой избушкой еще избушка была. Не помню, уже показывал, нет вам. Если не показывал, можно показать когда-то. От безделья один раз выстрелил. Вот это дырка. Это мой выстрел был. Ну. В общем, пьем чай и продолжаем ремонт лодки. Просто я заранее не могу сказать, что я буду делать. Вот так вот. Поживем, увидим. Если будет что интересное, обязательно включу и сниму.